Сегодня в столице состоялась встреча в рамках 15-го заседания Совета старейшин Организации тюркских государств под председательством национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты, героя Аркадага Гурбангулы Бердумухамедова. На повестку дня предстоящего 15-го заседания вынесены актуальные вопросы, связанные с деятельностью Совета старейшин и ОТГ, дальнейшей совместной работой, координацией действий стран-участниц организации, а также с реализацией рекомендаций, принятых на заседании, состоявшемся в прошлом году в Самарканде. В настоящее время наша страна принимает деятельное участие в работе ОТГ. Также детально изучается возможность вступления в члены парламентской ассамблеи тюркоязычных стран и торгово-промышленной палаты тюркских стран. В продолжении отмечалась возрастающая роль организации в свете тенденций мирового развития и в решении насущных вопросов, имеющих место на пространстве ОТГ. В данном контексте акцент был сделан на наличии огромного потенциала для расширения налаженного между тюркскими государствами продуктивного взаимодействия в таких сферах, как политика, экономика, транспорт, туризм, молодежная политика, спорт, информационно-коммуникационные технологии. В продолжении своего выступления герой Аркадак озвучил ряд инициатив, призванных содействовать дальнейшему наращиванию сотрудничества на пространстве ОТГ. Прежде всего, председатель Халк Маслахаты Туркменистана предложил учредить звание «Почетный старейшина Организации тюркских государств» и соответствующий знак, учитывая заслуги старшего поколения в укреплении уз дружбы и братства, единства и сплоченности, формировании воспитанной трудолюбивой молодежи. Герой Аркадак также подчеркнул, что в целях широкого освещения в мире деятельности Совета старейшин ОТГ считает целесообразным создание редакции, в частности, для издания в перспективе газеты или журнала, разработки интернет-сайта Совета старейшин Организации тюркских государств. По итогам предстоящего 15-го заседания Совета старейшин подготовлен проект декларации, сказал национальный лидер туркменского народа, предложив принять этот документ, призванный придать импульс выводу на качественно новый уровень наших отношений и реализации великих начинаний во благо народов. По завершении встречи герой Аркадак провел встречу с муфтием Туркменистана, имамами города Ашхабада и Ахалского вилаята. Затем был дан садака для руководителей делегаций и гостей, прибывших в Ашхабад в целях участия в очередном заседании Совета старейшин Организации тюркских государств. Мы сегодня под председательством Аркадага, уважаемого Бердымухамедова, провели совещание в узком кругу, совещание наших аксакалов. Речь шла на совещании, как нам дальше развивать межгосударственное сотрудничество, как нам укреплять взаимоотношения между тюркскими государствами, как добиваться того, что достигнутый на сегодняшний уровень межгосударственных отношений поднять на новый уровень. То, что мы сегодня увидели, прекраснейший город Ашхабад, я в своем выступлении сказал, что Ашхабад напоминает это сказка «Тысяча одной ночи». Едешь по пустыне, по Куму, и потом перед твоим взором открывается, как из миража, совершенно новый, белый, замечательный, красивый город Ашхабад. Город Ашхабад – это гордость не только туркменского народа, это гордость всех тюркских государств и тюркских народов. Думаю, что завтра мы, продолжая наше обмен мнениями, наше выступление, будем говорить еще и еще раз о дальнейшем совершенствовании взаимоотношений между тюркскими государствами в области экономической, социальной, образовательной, культурной, политической, потому что все эти сферы для наших государств очень важны. Я хочу пожелать нашему уважаемому братскому туркменскому народу дальнейшего процветания, укрепления туркменского государства, и туркменское государство, туркменский народ, хорошей, тесной связи всех тюркских государств и народов будет добиваться еще больших и успехов. Я желаю всему туркменскому народу здоровья, счастья, процветания.